Управляющие компании «Коми» подвергнутся тотальной проверке. Для этого по поручению главы республики создана специальная рабочая группа, в которую вошли представители правоохранительных и надзорных органов, жилищной инспекции, службы по тарифам и Минархстроя. На этой неделе ревизоры приступили к первому этапу проверки. Об этом в репортаже Евгения Ракина. Цифры в некоторых квитанциях квартплаты растут как на дрожжах. При этом сами коммунальщики разводят руками. Не могут толком объяснить, в чем причина. Качество их услуг не улучшается, скорее наоборот, чаще вызывает нарекания у потребителей. Допускать коммунальный беспредел нельзя, уверен глава Коми. Вячеслав Газер поручил профильным ведомствам провести тотальную проверку деятельности всех управляющих компаний региона. Люди не должны платить необоснованные суммы. А кроме того, населению должна быть... И мы тоже об этом неоднократно говорили. Понятно, каждая строчка в счетах, которые они получают. И естественно, что задача информирования граждан о порядке начисления платы за жилищно-коммунальные услуги – это одна из самых важных задач. И если тарифы повышаются, то люди должны понимать, почему, и знать, каким образом начисляется плата за жилищно-коммунальные услуги. В связи с этим еще раз ставлю задачу перед профильными ведомствами, это в первую очередь Министерство архитектуры, строительства и коммунального хозяйства, жилищная инспекция, служба по тарифам, провести новый этап разъяснительной работы с управляющими компаниями, в первую очередь обратив их внимание на то, что попытки, скажем так, в кавычках, взорваться ни к чему с их хорошему, с их стороны не приведут. Председателем рабочей группы назначен руководитель Минархстроя Олег Казарцев. По словам министра, специальная комиссия уже приступила к первому этапу мониторинга. До конца недели ревизоры проверят 5 управляющих компаний Сыктывкара. Промониторено будет все 100%. Мы обобщим выводы, да, то есть посмотрим в укрупненном плане, еще раз говорю, в укрупненном плане, посмотрим типичные ошибки для всех управляющих компаний. И задание сейчас, условно говоря, цель не в том, чтобы их закрыть, а цель в том, чтобы те деньги, которые они получают, они именно использовали на благо населения. Министр уточнил, поблажек не будет. Коммунальный вопрос власти региона поставят ребром. Либо управляющие компании начинают работать на благо жителей республики, либо они вообще перестанут работать. Все подозрительные факты, выявленные в ходе проверки, группа передаст в правоохранительные органы. К слову, в последнее время в разы увеличилось количество жалоб на труд управляющих компаний со стороны населения. Причем львиная их доля вполне обоснована. Проверка будет разноплановая, да, то есть начиная от технического состояния жилого фонда, да, то есть заканчивая правильностью начисления, потому что те же самые сметники можно применять, да, то есть и тем, и другим образом. И проверка хотя только начата с понедельника, да, то есть, но я могу сказать, что уже сегодня, да, буквально за несколько дней там выявлено достаточно большое количество нарушений. Первые итоги проверки группа представит главе Коми 22 марта. Полный отчет ревизоры намерены подготовить к началу мая. Евгений Ракин, Олег Юшков, телеканал Юрган.